Информационный выпуск новостей «Заман» в эфире телеканала АТР. 1449-й день аннексии Крыма. Я Елизавета Цареградская. Здравствуйте. Фазила Ибраимова с женой задержали оккупационные силовики. Об этом на странице в Facebook написал адвокат Мамед Мамбетов. Известно, что в доме супругов сейчас проводят обыск. Фазил Ибраимов недавно заявил о голодовке из-за снесения мечетей и самозастроя крымских татар на площади протеста на массиве Стрелковой в Симферополе. АТР выясняет подробности. Больше деталей в следующих выпусках «Заман». «11 апелляций. В Симферополе, подконтрольной Кремлю, Верховный суд продолжает рассмотрение жалоб крымских татар на штрафы за одиночные пикеты. 3 апелляции сегодня он уже отклонил. Оккупационные судьи превратили этот процесс в настоящий конвейер. На каждое дело выделяют максимум полчаса. Решения судов первой инстанции они обычно оставляют без изменений, и только в 3 случаях за последние 2 недели уменьшили размер штрафа с 15 до 10 тысяч рублей. Всего оккупационные суды первых инстанций постановили взыскать штрафы с более чем 80 крымских татар. Тех, кто 14 октября прошлого года не побоялись выйти в разных уголках Крыма на одиночные пикеты против бесчинства силовиков. Российские законы они не нарушали, такая форма протеста не запрещена. Однако оккупанты на бумаге объединили одиночные пикеты в один несанкционированный митинг и отправили крымчан под суд. Столько было доводов приведено судьям, которые просто судьи не брали вообще. Вот у меня было заседание, где мой доверитель не был зафиксирован сотрудниками полиции, что он стоял вообще на пикете. Он шел домой с плакатом, а в деле именно указывается сотрудниками полиции, что он стоял на пикете с плакатом там-то, там-то, мешал движению транспорта. И дальше в этом же деле другие сотрудники полиции указывают, что он шел домой с свернутым плакатом. То есть они друг другу уже противоречат. Ялтинское дело о так называемом терроризме. Сегодня в Северокавказском военном суде Ростова-на-Дону допросили Муслима Алиева и Инвера Бекирова. Также одного свидетеля со стороны обвинения, после чего заседание закрыли. Следующее назначили на 20 февраля. Муслима Алиева, Инвера Бекирова, а также еще 4 крымчан – Эмирусейна Куку, Муслима Алиева, Арсена Джипарова и Вадима Сирука – оккупанты обвиняют в участии в организации Хизбут Тахрир, который Кремль навесил ярлык террористической. Всех 6 крымчан арестовали в 2016-м и держали в СИЗО, а в конце прошлого года их незаконно вывезли в Россию и теперь судят в Ростове-на-Дону. Было практически закрытое заседание. Людей, которые пришли поддержать и послушать судебный процесс, не пустили даже в здание суда, сказав, что вы не являетесь участниками процесса и пускаем только лишь адвокатов. Жену политзаключенного Узира Абдулаева оккупанты опять приглашают в суд. Сегодня по делу Феры Абдулаевой рассмотрят апелляционную жалобу. Ее в железнодорожный суд Симферополя подал судебный пристав Березенко. Именно с ним в декабре прошлого года якобы и возник конфликт у крымской татарки. Тогда Фера Абдулаева пришла в суд по делу своего мужа, который является фигурантом сфабрикованного дела о так званом терроризме. Правда, на заседание женщину так и не пустили, а за неподчинение судебному приставу составили админпротокол. Фере Абдулаевой грозил штраф, однако 6 февраля железнодорожный суд Симферополя оправдал ее, а дело закрыл в связи с отсутствием состава преступления. Такое постановление не устроило сторону обвинений, и судебный пристав Березенко решил его оспорить. Четко и своевременно спланированная операция Кремля и массовое предательство в рядах вооруженных сил Украины. Такие причины российской агрессии назвал первый заместитель секретаря СНБУ Украины Михаил Коваль. На суде по делу о госизмене Януковича он заявил, что именно президента-беглеца Януковича Россия и использовала для снижения боеготовности украинской армии. По всім канонам воєнного мистецтва Збройні сили можуть виконувати завдання, якщо вони мають бойову готовність не менше 70%. Якщо ми подивимося, із 117 готових 56, ви, мудрі люди, порахуйте. Пішла масова зрада. З перших хвилин я чітко бачив
дуже чітко організовану спеціальну операцію. Войну нелегальным перевозчикам на админгранице с оккупированным Крымом объявили в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым. Там провели межведомственное совещание, на котором решали, как нелегалов заменить законными пассажирскими перевозками. Подробнее в сюжете. Совещание в представительстве президента в Автономной Республике Крым провели после ночного рейда на пункте пропуска Каланчак. Во время инспекции выяснилось, пассажироперевозчиков с полным пакетом необходимых документов почти нет. Но прежде чем убрать нелегалов от админграницы, считают в представительстве, нужно предложить людям законную альтернативу. Мы уже сегодня можем остановить все нелегальные перевозки. Но ситуация в том, что люди, мы видели это, когда проводятся рейды, эффективные рейды, и составляются протоколы на нарушителей, люди идут пешком по полю. Мы понимаем, вопрос этот социальный. До 21 февраля органы местного самоуправления должны предоставить представительству планы легальных перевозок на админгранице с учетом мест для остановки транспорта, билетных касс и отстойников возле пунктов пропуска Каланчак, Чаплынка и Чонгар. Кроме того, за 1,5-2 месяца там должны появиться полицейские дорожные патрули, которые будут в том числе охотиться на нелегалов. У нас будет набор в патрульную полицию, порядка 30 человек, которые сотрудники будут осуществлять работу на дорогах, которые расположены в этих районах, там где контрольно-пропускных пунктах. А пока Укртрансбезопасность в усиленном режиме будет контролировать пассажироперевозчиков, потому что кроме полных нелегалов есть много водителей, у которых документы имеются, но не все. У мене є інспектори, вони будуть відповідно до направлень виконувати завдання в рамках рейдових перевірок, перевіряти перевізників, які займаються перевезенням, в тому числі до території тимчасово окупованої, тобто до КПВВ Каланчак і до КПВВ Чонгар. Отдельной проблемой, говорят в представительстве, является организация движения такси у КПВВ, потому что украинское законодательство в этой сфере несовершенно. Здесь первым шагом определили выделение местными властями специальных парковочных мест для такси. Евгений Кучеров, Заман, АТР. Упрощенная процедура поступления для абитуриентов из Крыма. Теперь для того, чтобы стать студентами на материке, крымским выпускникам не придется экстерном сдавать экзамены для получения украинского аттестата. Также не понадобится проходить и ВНО. Министерство образования Украины создаст образовательные центры в 35 высших учебных заведениях, где юные крымчане смогут летом пройти 3-месячные курсы и получить украинский документ о среднем образовании. А для поступления в вуз вместо ВНО крымские абітурієнти будуть здавати 3 екзамени. Для вступу до вищого навчального закладу їм необхідно буде скласти іспит з української мови, іспит з історії України і профільний іспит, який буде визначений університетом в залежності від спеціальності, на яку вони вступають. Ці освітні центри будуть розташовані на базі 35 закладів вищої освіти у таких містах: Дніпро, Запоріжжя, Київ, Львів, Миколаїв, Харків, Херсон, Одеса. Перелік цих вищих навчальних закладів у цих містах визначений в нас на сайті Міністерства освіти і науки. Не более 30% жителей Крыма примут участие в следующих незаконных выборах президента Российской Федерации. Такую оценку накануне в эфире телеканала АТР дал Арсен Джумадилов, советник главы Меджлиса крымско-татарского народа. Он в который раз призвал сограждан на оккупированном полуострове не приходить на выборы и не работать на избирательных участках. Как-либо наказать за это российская репрессивная машина не сможет. В свою очередь, это станет своеобразной формой молчаливого протеста. Ніхто не закликає наших співвітчизників, наших співгромадян в Криму, що вони робили активні заклики до бойкоту виборів. Ті форми неучасті у виборах, до яких ми закликаємо, вони не можуть ставати правовими підставами для переслідування. А саме неучасть у виборчих комісіях, у дільницях, неучасть, власне, у виборах, не йти, не голосувати. Вони мають чітко своєю неучастю заявити про своє ставлення до того, що відбувається. В
Соединенных Штатах Америки опять расстреляли школу. Погибли 17 человек, 1,5 десятка ранены. Подавляющее большинство – дети, ученики старших классов. Трагедия произошла в округе Бровард, штат Флорида. 19-летний выпускник Николас Круз, вооруженный полуавтоматической винтовкой, пришел в свою бывшую альма-матер, включил пожарную сигнализацию, спровоцировал панику, а потом открыл хаотичную стрельбу по живых мишенях. Нападающий успел опустошить несколько магазинов, прежде чем его задержала полиция. Некоторые очевидцы записали момент перестрелки на свои телефоны и выложили видео в интернет. Для штата Флорида и для всей страны это один из самых ужасных и отвратительных дней. Мне трудно осознать тот факт, что дети, вооруженные лишь рюкзаками и карандашами, пошли в школу, чтобы погибнуть. Если мы замечаем людей с подозрительным или неадекватным поведением, мы должны немедленно извещать соответствующие органы. Первое, о чем вы думаете: «Боже, я надеюсь, что это никогда не случится с моей семьей». Потом в вас закипает ярость. Как это могло произойти в этой стране, в этом государстве, которое так сосредоточено на том, чтобы все наши дети были в безопасности? И вы приходите к выводу, что это просто абсолютно чистое зло. Новые потери Кремля в Сирии. 15 российских наемников частной военной компании подорвались на складе боеприпасов. Об этом пишет британское издательство The Guardian. Согласно его данным, инцидент произошел в северо-восточной провинции Дейр-эз-Зор. Ранее иностранные СМИ опубликовали информацию о гибели в Сирии нескольких сотен россиян-наемников из так званой армии Вагнера. Их колонну якобы уничтожили авиаударом силы международной коалиции. Данные о потерях русских отличаются. Кремль отмалчивается, а журналисты-расследователи называют от 2 до 6 сотен погибших. России может не хватить денег на... «14 художников и 14 эпизодов из жизни княжны Анны Ярославны в формате комиксов. Здесь ее детство в княжеских палатах в Киеве, юность. Анна была одной из 11 детей Ярослава Мудрого. Здесь замужество с французским королем Генрихом, период, когда после смерти мужа киевская княжна помогала править Францией своему сыну Филиппу I. Еще больше подробностей в нашем сюжете. 14 художников и 14 разных эпизодов из жизни княжны Анны Ярославны в формате комиксов. Здесь ее детство в княжих палатах в Киеве, юность. Анна была одной из 11 детей Ярослава Мудрого. Здесь замужество с французским королем Генрихом и период, когда после смерти мужа киевская княжна помогала править Францией своему сыну Филиппу I. Художники, которые создавали проект, говорят, хотели напомнить украинцам про глубокие и древние связи Украины и Европы. Зараз дуже мало говорять серед мас-медіа про наших українських давніх князів. В період інформаційної війни і треба більш агресивно цю тему розвивати. Це по-перше. По-друге, дітей потрібно розвивати в цьому ключі. Ці картини, вони як комікс ідуть для дітей. Тобто їх потрібно з дитинства виховувати, розуміти історію. А зараз вони не люблять читати. Тому цей момент, коли картинками їм такі історичні факти деякі надають, це дуже класна тема. В мае 2017-го присвоить Анну Ярославну попробовал российский президент Владимир Путин. Тогда он опозорился на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда назвал французскую королеву Анну Ярославну русской. На такое заявление сразу отреагировали в администрации украинского президента. Напомнили, что Москвы на то время еще не существовало. Прокомментировал заявление Путина и президент Франции Эммануэль Макрон. Во время пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко во Франции 26 июня 2017-го он заявил, что Анна Киевская объединяет Украину и Францию. Ви знаєте, що в нас дуже давні історичні стосунки між нашими країнами. І я хотів нагадати, що президент України поїде відвідати місце, де похована Анна Київська, яка була королевою Франків. І це дуже важливо у контексті нашої тисячолітньої спільної історії. Выставку про киевскую княжну показывать в Софии Киевской будут до апреля. Людмила Гарпинич, Даниил Карп, Заман, АТР.
Менее чем через час смотрите новости на крымско-татарском языке. Я же с вами увижусь завтра. Хорошего дня и оставайтесь с ЭТР.